трансляции YouTube-канала Могилевского региона. Я, журналист Владимир Лапцевич, приветствую вас на нашем YouTube-канале. На 1 ноября Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки. Ее цель добиться от белорусских властей выполнения 10 требований, среди которых и освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и, в общем-то, проведение нормального демократического процесса в стране. В то же время другая оппозиционная организация «Рабочий рух» заявила, что не поддерживает забастовку, объявленную на 1 ноября. То есть мы видим, что в данном случае присутствует какое-то, мягко говоря, различие во мнениях относительно акции протеста в виде забастовки для всей Белоруссии. И сегодня у нас в гостях Сергей Гурло. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. И Михаил Ковальков. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Вот с ними, с нашими замечательными профсоюзными лидерами, профсоюзными активистами из Бобруйска мы как раз и поговорим сегодня о возможности проведения объявленной на 1 ноября Белорусским объединением рабочих во главе с Сергеем Дылевским, который, кстати, у нас не так давно был в эфире, забастовки. Хочу сразу более подробно рассказать о наших гостях. Сергей Гурло в настоящее время он осужден по политической статье. В данном случае это якобы оскорбление должностного лица. Он отбывает наказание в виде 1,5 лет домашней химии, то есть ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Сергей Гурло долгое время был председателем первичной профсоюзной организации Белорусского независимого профсоюза на одном из крупнейших предприятий Могилевской области Белшине. В свою очередь Михаил Ковальков не только возглавлял свободный профсоюз, первичную организацию Свободного профсоюза Белорусского на Бобруйском предприятии, Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, а также возглавлял в целом Свободный профсоюз Белорусский. То есть наши гости, которые сегодня у нас присутствуют, не понаслышке знают о настроениях в рабочей среде, о том, насколько возможна данная забастовка именно в регионах. Пускай в таком крупном городе, как Бобруйск, это второй по величине город Могилевской области, но тем не менее это региональный город, где, в общем-то, наверное, настроения не те, что в столице, и возможность людей каким-то образом влиять на ситуацию в стране. Вот вопрос у меня к обоим нашим гостям. Вы имеете опыт проведения акций протеста, голодовки, итальянские забастовки, те же самые события прошлого года. Вот проводя эти акции протеста, вы чего-нибудь могли добивались, или это все было, в общем-то, впустую? Как вы считаете? Что тут превалировало в отношении ваших предприятий и администрации ваших предприятий? Так, кто первый будет отвечать? Пожалуйста, Сергей. Ну как, у меня опыт есть в голодовках. Помню, массовую голодовку мы держали в октябре 2006 года. Помню, к нам пришел новый генеральный директор Катеринич, новый идеолог, Козлов такой был. И за нас взяли усиленно, решили уничтожить организацию. У нас тогда не было регистрации. А нет регистрации, вроде как мы вне закона. И тогда захожая Елена Павловна начала первую голодовку, и к ней потом присоединилась группа целая. И тогда решался вопрос о лишении Беларуси преференции. Мы в удачный момент попали. И как раз там ездили в Женеву, в МОД, представители этих там властей, говорили, у нас все шито-крыто. И тут мы еще голодовку. И, короче, в результате нас
политическое решение сверху было, дали указание, нас зарегистрировали. И мы тогда получили Так, то регистрацию. есть вы имеете Да. положительный опыт проведения акций протеста, в данном случае в виде голодовки. Михаил, ну я знаю, что у вас также были неоднократные акции протеста. Чего удавалось добиться? Ну, я хочу вспомнить, наверное, это была последняя забастовка в Республике Беларусь, которая действительно была объявлена и в которой был положительный результат. Это в 1999 году с 19 по 21 августа забастовка проходила на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. Тогда действительно остановился весь завод. Но для этой забастовки как бы были предпосылки, что люди вот просто так они не станут бастовать. Ни тогда, ни сейчас. В то время, это я хорошо помню, на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, да это было по всей стране, была задержка выплаты заработной платы в течение 3 месяцев. Ну, мы тогда провели собрание, объявили, как бы дали администрации 10 дней на выполнение наших требований. Требование было одно – выплата заработной платы за 3 месяца. И когда подошло время, это было 19 августа, зарплату не выплатили, все цеха прекратили работу одновременно. Это было тогда и по телевидению транслировалось. И что вы думаете, на 3-е сутки забастовки наши требования были выполнены, все работники завода получили заработную плату за 3 месяца. То есть вы тоже имеете... Да, то есть вы тоже имеете опыт положительного результата проведения забастовки. Самая последняя забастовка успешная в Республике Беларусь. Угу. Ну, потом вы также, я знаю, что уже в 21 веке были у вас массы акций протеста, но, наверное, они были не такие успешные, как тогда, которые вы только что говорили. Были это не массовые акции протеста, это были как бы требования об выполнении нанимателей закона о профсоюзах, то есть нарушались права членов свободного профсоюза, были локальные такие голодовки, в основном лидеров, но я скажу так, что успеха какого-то они не принесли. Понятно. Ну, наверное, давление администрации было достаточно серьезным, и справиться с ним у вас уже не хватало, видимо, сил, поскольку акции были не массовые. Здесь, да, здесь было и давление, здесь были заинтересованы и городские власти, и служба безопасности, и КГБ, чтобы никакие уступки рабочим не идти, чтобы не было повадно потом дальше выдвигать какие-то требования. Я так считаю. Я хочу обратиться к нашим зрителям. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете свои вопросы, какие-то мнения направлять в наш YouTube-чат. YouTube-чат нашего канала, который находится под данным видео. Наши гости с удовольствием ответят на ваши вопросы, выскажут свое мнение на ваши утверждения. Ну, а также вы можете ставить лайки, писать какие-то другие комментарии под видео, ну и подписываться на наш канал. Кроме того, у нас есть Telegram-бот, куда вы также можете присылать свои сообщения. Ну, у меня опять вопрос, наверное, продолжим с Михаила. Вот Сергей Дылевский и его организация «Белорусское объединение рабочих» объявила о начале забастовки 1 ноября. До этого было объявлено предзабастовочное состояние. Вот, Михаил, насколько, по вашему мнению, эта забастовка своевременна? И почему Дылевский объявил ее именно сейчас? Я не знаю, чем руководствовался Дылевский, когда объявлял забастовку с 1 ноября, и готовилась ли она. Ну, во-первых, сразу скажу, я когда услышал, прочитал, что на 1 ноября намечена забастовка, всереспубликанская забастовка на предприятиях республики, я удивился, во-первых. Я даже как-то про себя подумал, что, наверное, скорее я услышу под Новый год
то, что когда-то сделал Ельцин, сделает Александр Григорьевич, скажет, что я устал, я ухожу, и на мое место вот предлагаю пока возложить обязанности на Светлану Тихановскую как на избранного президента. Я считаю, что это будет скорее, чем это состоится забастовка. Потому что я понял, что вы, в общем-то, как-то достаточно скептически относитесь к данному объявлению, даже я не скажу забастовке, а к данному объявлению. Ну, а вот почему, вот, на ваш взгляд, Сергей Делевский объявил о забастовке именно сейчас? Что его на это сподвигло? Я не знаю, чем он руководствовался, я еще хочу рассказать. Какие у него связи с предприятиями в республике, особенно с крупными предприятиями, да хотя бы и с Бобруйскими, с теми же самыми шинным комбинатом, с Бобруйским заводом тракторных деталей агрегатов, с Фермашем, вот, что объявить забастовку. Я не вижу, я вот разговаривал с людьми, и забастовка в виде прогула. Я считаю, что если человек пришел на работу, он совершил прогул. О том, что это забастовка, даже наниматель не узнает, человек прогулял. Вот. И, предположим, что на... Михаил, я прошу прощения, что перебиваю. У нас о вот этих всех нюансах, да, вот прогул там или такая форма забастовки, мы чуть-чуть попозже поговорим. Мне просто хотелось узнать ваше мнение относительно того, почему Сергей Делевский вот на 1 ноября, не на 31 октября, там, не на 2 ноября, а именно на 1 ноября решил объявить забастовку. Я так понимаю, что вы тоже теряетесь тут в ответе. Я не могу даже понять Сергея Делевского в этом случае, почему он это сделал. Я думаю, и он понимает, что никаких забастовок не будет. Что? Понятно. Понятно. Спасибо, Михаил. Хотелось тот же самый вопрос задать Сергею Бурло. Ваше мнение, почему Делевский объявил именно на 1 ноября забастовку? Для меня это тоже была неожиданность, когда я узнал, что забастовка объявлена. Но это ж надо уже у Делевского спросить, чем он руководствовался. Я сегодня вышел на прогулку. Я так понимаю, что закончилось предзабастовочное состояние. По его мнению, естественно, оно должно закончиться каким-то логическим действием. То есть, или сказать, что все, забастовка не получается, забастовочное состояние также мы завершаем, или же вот объявить забастовку. Вот я понимаю, что из этих причин... Объявлялось предзабастовое состояние. На какое время оно объявлялось? Уже, наверное, там не сроки месяцев. Это 2 месяца, наверное, с небольшим. 2 с небольшим месяца. Я сегодня вышел на прогулку, чтобы мне разрешено время пройти. Встретил парень с работы, шел с моей смены, с которой я увольнялся. Говорю, как с 1 ноября? Бастуете? Что вы там? Я знал, что никто и не думает бастовать. Он, а как? Кто объявлял забастовку? Достал телефон. Да, Тихановская просит, а я впервые слышу. И он говорит, в августе мы шанс упустили, и был хороший порыв на забастовку. Это, помню, 14 августа моя смена работала на второй смене. А я тогда во время протестов 10 августа был задержан и сидел в камере. Не видел этого. И 2000 человек вышли к Белшине, и моя вся бригада, смена практически в полном составе. Вышли к заводу управления, на 2 часа остановили работу. Тоже с требованиями. Сергей, я понимаю, вы хотите рассказать о прошлом годе, о том, как забастовка проходила на Белшине, но к этому вопросу мы еще вернемся, мы подойдем к нему. Подождите. Я так понимаю, что... Одну секунду, меня милиция пришла проверять. Пускай присоединяется к нашему эфиру. Мы тоже зададим вопросы, те же самые. Тогда, Михаил, продолжим с вами. Рабочий рух, я прошу прощения у Михаила, вернемся к Сергею. Я понимаю, что, в общем-то, вы хотите рассказать о том, что проходило в прошлом году. Нет, я не хотел рассказать. Делевский объявил забастовку именно на 1 ноября, для вас тоже не совсем понятно. Я перейду к такому вопросу. Вот оппоненты Делевского, рабочий рух, заявили, что забастовка неподготовленная.
Ваше мнение, Сергей, что вы думаете по этому поводу? Согласен на 100%. Согласен на 100%. Совершенно не подготовлено. Кто как готовил нашим нам. Ну, Долевский говорит, они везде подготовили лидеров, эти лидеры поведут. Я не знаю, есть у них контакт с кем-нибудь, с Белшиной, какие там лидеры. Тут он и 10 человек лидеров, там, пускай с ними там общались. Что, они вышли, махнули рукой, и все, и пошли все на забастовку? Нет. Забастовка совершенно не подготовлена. Нет никаких сейчас предпосылок. Так я не хотел рассказать, а в прошлом году, что тот парень сказал. В том году момент упустили, уже все. Сдельщикам с октября повысили зарплаты на 30%. И у нас рабочих не хватает. Вот выходная смена, выйдите в другую смену поработать. И выходят, работают. Деньги нужны. Это как, вот в том году, помню, мы приезжала Тихановская, стояли мы там 5 дней за МШ. После выборов никаких остановок не было, даже на ремонтные дни. Работайте, работайте, чтобы не ходили и не кричали «Живи Беларусь». Ну, то есть люди на сегодняшний день, рабочие, больше заинтересованы в каких-то больших заработках, нежели о том, чтобы отстаивать требования, обозначенные белорусским объединением рабочих. Правильно? Там прекращение репрессий. Говорят, семью надо кормить, и кредиты, и страшно, во-первых. Стачку у нас, кто в том году ушел, все уволены. Кто в протестах участвовал, тоже всех поваляли. КГБ или кто там давал указания. И как-то он работы лишится. Понятно, спасибо. Михаил, ваше мнение по вот, утверждению рабочего руха, что забастовка неподготовленная? А я считаю, что ее вообще никто не готовил. Что я не знаю, почему сделаны такие заявления, но чтобы подготовить забастовку, это нужно, я говорю, стечение каких-то обстоятельств. Во-первых, чтобы это было, ну, что это было? Чтобы рабочих не надо было заставить рабочих бастовать, невозможно. Вот просто мы, потому что, сказал Делевский, мы с 1 ноября бастуем. Да никто не выйдет, не выйдут, никто не будет совершать прогулы, понимая, что, то есть, в том варианте, который предлагается забастовка, не выходить на работу. Это элементарно, мы уже говорили, прогулы. И даже если из 2000 человек бобруйского предприятия 20 человек не выйдут на работу, прогуляют, вот, кто об этом это заметит? Надо, чтобы не вышли 2000 человек. Но на это никто не пойдет, потому что, опять же, как и сказал Сергей, люди работают. Им пока платят более-менее такую заработную плату, на которую можно купить хлебушка, купить немножко маслица, там, мяса, заплатить коммунальные услуги. Ну, более-менее жить так безбедно, на жизнь хватает. Вот когда прижмется людей, когда это было, я говорю, последняя забастовка в 1999 году, когда людям не платили по 3 месяца заработную плату, и если ухудшится экономическая ситуация и упадут заработные платы, и ряд других обстоятельств, каких-нибудь заявлений президента, у нас же может быть такое, вот тогда возможно, что людей, и опять же, хотя я знаю одно, что на всех предприятиях увольняли активно-политических людей, работников, несмотря на то, какие они были специалисты. Вот. Уволили тех, кто был задержан. Но это не значит, что какая-то активность на предприятиях прекратилась, потому что если взять те митинги, которые проходили по 300-400 тысяч человек, мое мнение, что это не одни те же самые люди ходили, что в общей сложности на митинги вышло в Беларуси более 1 миллиона человек. Ну, задержали 30 тысяч с чем-то, уволили, но эти же миллионы остались, они же работают. И то, что, я говорю, то, что вот просто объявить забастовку, это ж просто слова на ветер. Это дискредитация этого же движения, как там оно, объединение рабочих. Делевский, это как он там у него? Сергей Правильно? Делевский. Сергей Делевский. Нет, организация это... Белорусское объединение рабочих. Белорусское объединение рабочих. Это обыкновенная дискредитация этой организации, которая заявила, что забастовка будет, а они и не получилось ничего. Я понял, я понял. Вы, в общем-то, Михаил, вы, в общем-то, тут ваше мнение созвучно мнению Сергея Гурло и инициативы «Рабочий рух» о том, что забастовка не подготовлена. Вот у меня...
Да-да, я понял. Но у меня в этой связи такой вопрос. А кто готовил забастовку на той же самой вот Белшине в прошлом году? Кто готовил забастовку в начале 90-х годах в Беларуси? Кто их готовил и почему они, в общем-то, были достаточно массовые? Не буду говорить об успехе, но, тем не менее, люди выходили, протестовали и так далее. Более того, в связи с этим, кто готовил прошлогодние выступления, которые были просто-напросто неожиданные для нас всех, для меня в частности? Вот как бы вы ответили на такой вопрос? Первое, обращаюсь к Михаилу. Я считаю, что было такая революционное настроение, революционные массы появились. То есть какие революции? Мирная революция спровоцирована выборами, Хорошо. которые... Кто готовил забастовки в прошлом году? Не надо было готовить. Люди были возмущены. Во-первых, триггером этого были выборы, которые были сфальсифицированы. Изначально люди выступили 9, 10, 11 числа против нечестных выборов. А потом, когда поняли, что этим только выходами добиться нельзя смены власти, то есть не смены власти, а проведения повторных выборов, как это бы нужно было, они поняли, что одним из рычагов давления на власть – это забастовка. Это экономические, такие требования. Забастовка – это остановка экономики, это удар по бюджету, скажем, страны и режима. И здесь люди понимая то, что созрела обстановка, были эйфория такая, что все тут выходят, давай-ка мы остановим производство и выйдем. Там достаточно было, я считаю, что 2-3 буйных человек, которые бы повели за собой людей, сказали, что, ребята, давай обостоим, давай будем выдвигать требования, давай остановим производство, давайте потребуем, чтобы лозунг «Уходи» был выполнен и проведены новые досрочные выборы. Это было основное, что люди были обстановка такая сложилась, вдохновение было, что можно что-то изменить. Я знаю, что на том же Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов там люди просто собрались внутри завода, прошли колонны, хотя бы им дали испустить этот пар или чего, они прошли, их никто там не запрещал. Они там несколько тысяч человек прошли, не тысяч, но около 1000, прошли по территории завода с требованием новых выборов повторных, с требованием, чтобы Лукашенко ушел в отставку. А как таковых забастовок, не довели людей еще, не довели, может быть, не нашлось таких хороших организаторов, того же Сергея Делевского, почему он там в свое время на МТЗ, когда было там такое эйфория, люди считали, что можно чего-то добиться, почему там не остановился 20-тысячный коллектив? Это, наверное, уже другой вопрос. Я хочу послушать мнение Сергея Гурло относительно того, кто готовил забастовку на Белшине в прошлом году. Вы, как профсоюзный лидер, наверное, знаете все секреты. Конечно, это не секрет, это все знают. Забастовку в том году подготовил Александр Григорьевич Лукашенко. Зверство силовиков. Да, 27 лет готовил тогда, получается. 26, вернее, к тому моменту. И что у народа кончилось терпение. Особенно после этих зверств силовиков, что сколько и соседи были избиты, и друзья, и знакомые ни за что. 4 дня, наверное, 3 дня избили, 4 происходило. И с 14-го перестали уже кого-то задерживать. И к нам в камеру новые уже не поступали. Я уже сидел там и думал, все, протесты заглохли. А это народ вышел, да, пригрозил забастовкой. Я согласен, это как раз и лидеры, и каждое время рождает новых лидеров. У нас эту забастовку устраивали, такие парни, что они порядочные люди, все знали, что они всегда были порядочными людьми. Но никогда ни пальцы не растопыривали, никакие не политологи были. А трудное время пришло, и подписи собрали за забастовку и вывели к проходной.
Давайте я подведу вот здесь вот небольшую черту под этой, ну, не совсем темой, под этими вопросами. То есть забастовки прошлого года, они были спонтанными. Так вот, если говорить, что их готовил Александр Лукашенко, да, то есть их своими действиями он довел людей до того, что у них накипело, они вышли. А сегодня мы видим, что у людей как бы, ну, не кипит, что ли, в душе ничего. И если не кипит, то как можно вообще подготовить забастовку? Как можно тогда соглашаться с тем же самым рабочим рухом, что забастовку надо готовить? Если надо, то как? Вот на ваш взгляд, Сергей, что вы думаете? Как готовить забастовку в нынешних условиях? Ну как готовить в чудовищных условиях? Вот домой я возвращался еще Александр одного Григорьевич парня. подготовил такую забастовку, которая в итоге ничем, ну, для нас хорошим не закончилась, и тех, кто участвовал в забастовке. А как готовить забастовку, ну, не знаю, в ближайшего времени? В ближайшее время это, как один парень мне с Минска, рабочий, сказал, когда вот рабочие выйдут во двор и начнут грести траву, нечего будет есть, это тогда, может, выйдут. Но это уже не знаю. Экономические предпосылки, по вашему мнению, в данном случае будут играть решающую роль. Я понял. Михаил, ваше мнение, как в сегодняшних условиях подготовить забастовку? Я согласен полностью, вот, Владимир, с тобою, что только экономические предпосылки, ну, возможно, и политические еще, это подхлестнуть, могут организовать, спровоцировать забастовки. Организовать, что такое организовать забастовку? В наше время, по нашему трудовому кодексу, а тем более сейчас, провести официальную забастовку, если даже официально провести ее, уведомив об этом власти, практически невозможно, потому что с момента объявления о начале забастовки до ее начала по трудовому кодексу проходит где-то полугода. Там примирительная комиссия. Да. То есть фактически ее провести невозможно, да, я согласен. Она настолько забюрократизирована, вот этот процесс подготовки, настолько забюрократизирован, что невозможно, да. Тем более сейчас, после вот этих забастовок, стихийных забастовок, скажем, 2020 года, их там толком никто не организовывал, там не было такой организации, там люди просто массово сами бросали работу, выходили, требовали чего-то, считали, что добьются. То сейчас, если ты начнешь на предприятии где-то говорить об забастовке, что-то призывать, то у нанимателя есть право тебя уволить, насколько я понимаю, уже изменения в кодексе есть, за призывы, Но я говорю, забастовка может возникнуть вот одночасно. Для этого Спонтанно, нужно, чтобы... Спонтанно, правильно? Спонтанно. Это может быть вот что хочешь. Но основное это экономическое. Когда у людей будут задержки заработной платы, когда эти заработные платы, когда вырастут цены, а заработные платы, допустим, останутся на месте, не знаешь, Александр Григорьевич сказал, что цены растут, так давайте людям-то, какая разница, какая цена была, главное, чтобы у них денег на это хватило. И если цены будут расти, а зарплаты не будут успевать, не будет с чего их выплачивать, не будут включать печатный станок, ну а включить печатный станок, это совсем, опять же, другая ситуация, это инфляция, раскрутка, и вот тогда, когда ребенок подойдет, папа, купи мне там шоколадку, папа скажет, я не могу, мне только заплатить надо коммунальные услуги, и он там на хлеб какой-то еще там, на макароны денег, вот тогда что-то будет. Когда более-менее... Михаил, я в этом плане вспомню часть одного анекдота такого, вот, когда у отца-алкоголика сын спрашивает, мама говорит, что ты стал меньше получать, и это значит, ты будешь меньше пить. Говорит, нет, сынок, это просто ты будешь меньше есть. Вот у меня создается такое впечатление, что как-то наш народ привык жить, это, не знаю, так потомственно уже, так, из поколения в поколение передавался опыт жить впроголодь. И мы умеем жить впроголодь. Но это не подталкивает нас ни к каким акциям протеста. Более того, мы начинаем искать, где бы что-то достать, там каким-то образом где-то что-то заработать. Но не идти штурмовать горисполкомы, райисполкомы и прочие органы власти. Что вы можете сказать по этому поводу? Да я полностью по согласен. Того, что вы привыкли жить впроголодь. Мы умеем жить впроголодь. А вы говорите, что нам нужны экономические предпосылки для забастовки.
Мы просто не жили богато и не знаем, что такое. Мы жили бедно, нас еще обокрали, вот сейчас вот это больше подходит. Понимаете, ну народ так считает, что ага, вот дали столько денег, надо на них прожить. Но я говорю, когда будет кто-то более активно искать какие-то подработки на стороне, пойдет, если он работает в одну смену, будет, как говорил Сергей, будет оставаться в 1,5 смены, будет выходить после дня, еще в ночь пойдет, если будет, конечно, работа. Вот. Но если случится такое, что не будет и работы, не будет заказов, не будет планов, вот тогда Вы с чего считаете, будут... что люди пойдут бастовать. А, Сергей, вы что по этому поводу думаете? По поводу того, что мы умеем жить впроголодь. Наш белорусский народ умеет жить впроголодь. Ну, это мы сами себе такой имидж создали, что мы терпеливые, туда-сюда. Вот за полгода до президентских выборов кто мог представить, что народ так массово выйдет на улицу? Ни один политолог не предсказывал. Никто не мог подумать. Никто, да. Так Вот что я не поэтому, такие уж мы и терпеливые. да, вот когда говорят, что забастовку надо готовить, что нужно ждать экономических предпосылок, я вот как-то оглядываюсь на нашу белорусскую историю и вот не совсем вот понимаю вот эти утверждения. Вот. Ну, может быть, вот вы бы как-то мне разъяснили. Насчет чего разъяснить? Насчет того, что забастовку надо готовить, и то, что экономические причины это превалирующие для забастовки. Да, экономические ситуации превалируют для забастовки. В 1991 году, как забастовка началась, в 3 раза сразу цены поднялись, хотя народ и так был нищий, и вышли массово на улицу. И не больно там какие лидеры призывали. Так и здесь, пока жить есть за что, коммуналку есть за что платить, да и страх. Сколько я на Белшине работал, 1200 он получал, а сейчас, не знаю, может, 1500 получают. А что дальше будет, неизвестно. А если вот выкинут меня на улицу, ладно, я получаю пенсию. Мне говорят: Василий, тебе есть за что жить. А нам как вот? Ну и можно людей понять. Ну, Я вот домой сегодня возвращался. Поедет в Россию работать, поедет там в Польшу работать, куда-то дальше в Европу, ну и найдет себе способ добыть пропитание. Ну, так многие уехали, но не уедут же все. Да, ну опять возвращаясь к прошлогодней забастовке, все-таки мне кажется, что она была обусловлена не столько экономическими причинами, сколько причинами политическими. Более того, в плане недовольства людей вот этим насилием, которое применила власть, обманом на выборах. То есть людей задело за живое именно вот это. То есть все-таки в нашем народе проснулась какая-то гордость, которую власти задели. И может быть вот на это нужно опираться, готовя, так скажем, если это возможно, такое, следующую забастовку. Вот на ваш взгляд, Сергей, как вы думаете? Ну, есть, на мой взгляд, забастовка... Чувство достоинства, наверное, все-таки оно какое-то есть, которое власти своими бессмысленными, наглыми, просто отвратительными действиями задели. Ну да, у людей есть такое чувство, вот меня вроде как-то запугали, задавили, а протеста внутри у человека есть. Опять эта пружина сжимает, пружину-то власть сжимает, но когда-то ж она должна разогнуться. Угу. Михаил, что вы думаете по этому поводу? Вот, ты меня сорвал с языка, вот эти свои высказывания по поводу прошлогодних забастовок. Ведь на самом деле в прошлом году, когда вот это все случилось, да, ведь рабочие вышли не с экономическими требованиями. Там не было экономических требований, повышения заработной платы. Это не были марши пустых кастрюль, так скажем. Да, это же не было там вот то, что в основном забастовка проходит для чего проводят забастовки? Для улучшения там социально-экономического положения трудящихся этих людей, которые проводят забастовку. То есть повышение заработной платы, улучшение условий труда. В прошлом году эти требования не выдвигались ни на МАЗе, ни на тракторном заводе, ни на МЗКТ, куда приехал Лукашенко, ему кричали: уходи, рабочие. Вот именно было задето вот это вот. Все-таки самолюбие какое-то у людей есть. Ну, чувство собственного достоинства задето было. Да, чувство личного достоинства. И вот оно же никуда не делось. Оно у этих людей, у наших людей осталось. Они же понимают, что их год назад обманули. Вот.
все это, как мне сказал один товарищ рабочий, вот, такое ощущение, что вот атмосфера накалена, вот и висит какое-то такое, как бы в воздухе напряжение чувствуется вот и на предприятиях, где работают, что, ну, я говорю, что то, что экономические предпосылки и как готовить забастовку, ну, нельзя подготовить забастовку так, чтобы подойти: Ваня, Саша, мы завтра бастуем, потому что там вот надо, чтобы Лукашенко ушел или поменялась власть. Никто бастовать так не будет. Пока и готовить, что значит готовить забастовку? Забастовка может быть, необходимость забастовки возникнет сегодня или завтра. Даже не знаю, как, я говорю, как вот этот 20-й год. Никто не думал, что люди выйдут. И тут надо, чтобы были какие-то предпосылки. И там, возможно, что... Наверное, я тут тоже подведу, давайте черту, потому что мы уже долго говорим вот именно на тему прошлогодней забастовки, что, в общем-то, к забастовке должны быть готовы лидеры, правильно, которые к ней впоследствии призовут и будут знать, куда повести народ. По прошлому году мы видим, что те люди, которые обозначили себя лидерами, они по итогу оказались кто в эмиграции, кто в тюрьме. Наверное, ни этого результата ни они, ни мы не хотели. Мы все хотели другого. Другое дело, что их действия, в первую очередь лидеров, потому что во многом их действиями было предопределено то, что мы имеем сегодня. Конечно, я лично со своей стороны, думаю, вы тоже присоединитесь, мы требуем освобождения всех политических заключенных, да не только политических, всех, кто по протестным акциям, по протестному движению оказался в тюрьме, их немедленного освобождения. Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы имеем усиление репрессий, выдавливание из страны политически активных граждан и вот это вот сгущение мрака над Беларусью. Но я сейчас перейду к тому, что написали наши зрители. Вольная белорусочка. Мы верим в то, что забастовка буде, хопить, треба берегши себе и своих родных. Хто, коли не мы, можем вызволить усіх политвязнев. Вот. Кстати, по поводу политзаключенных. На ваш взгляд, как вы думаете, если в прошлом году основным, может быть даже единственным требованием было бы освобождение политзаключенных, история бы нашей страны пошла бы по-другому, и это требование, вот если бы оно было выполнено, история нашей страны пошла бы по другому пути? Михаил. Я немножко не понял вопроса. Вы имеешь в виду, что если бы требование было чье? Освободить политзаключенных. Всех, кто участвовал в акциях протеста, о которых вы сказали было порядка миллиона. То есть не новые выборы, не какие-то там пересчеты голосов, а именно, в первую очередь, освобождение политзаключенных, которых на тот момент было порядка 10 человек. И не было еще ни смертей, ну там уже были, конечно, 6 человек были убиты силовиками, но не было ни последующих смертей, ни того же Романа Бондаренко, ни того же Ашурка. Ну, в то время... Что нужно было требовать нашим лидерам, которые призвали и к забастовке, и к выходу на улицу? Володя, ну давай начнем с того, что до момента там убийства Романа Бондаренко у нас еще, так скажем, судов не было над политическими заключенными, не было политических заключенных, были... У нас уже были политзаключенные были. Были, да, вообще-то, в принципе, тот же самый были. Бабарика, тот же самый Статкевич, тот же самый Северинец, да и масса других. Нет, да, я тут немножко ошибся, и Статкевич, да, были, но были задержаны по политическим статьям, судов еще не было. Естественно, если бы в то время, вот когда выходили 400-500 тысяч человек этих на улицу, и были, и люди на предприятиях именно вот были забастовки именно по требованиям освобождения всех политических заключенных, но одного такого требования в тот момент никто бы не выдвигал. Здесь в любом случае было и новые выборы, и Лукашенко уходи. Поэтому ожидать, что
в то время могли пройти митинги с требованием только освободить политзаключенных, это, конечно, бы этого не было. Были бы и другие требования. Но если бы в последующем, когда начались уже вот эти вот политические расправы, когда одна сотня политзаключенных появилась, потом вторая, вот здесь, если бы тоже как-то было организовать выход народа против с требованием освободить всех политзаключенных, возможно, был бы какой-то результат. Да, другой. Сергей, ваше мнение относительно вот этого вопроса? Ну, мое мнение такое, что как это, потребовать только политзаключенных освободить и на круги своя возвращаемся. Пускай еще Лукашенко 5 лет до следующих выборов. Я думаю, что тут Нет. на круги своя бы никак не вернулась ситуация. Если бы Ну, так правильно, вышел поэтому... тот же самый Статкевич, я думаю, что со своей военной выправкой он бы немножко по-другому взглянул бы на ситуацию, и многие люди с ним бы были бы согласны. Ну, так люди ж таких лозунгов не выдвигали, что только политических заключенных. И перевыборы, и наказание этих насиловиков, и все прочее. Угу. Одно требование это нельзя было выдвинуть. Нельзя было. Ну, понятно. Да, и, кстати, и власть бы не пошла бы на это требование. Как-то у нас, это если как-то власть в демократических странах прислушивается к мнению народа, а как-то показать эту свою слабину. Что, в общем-то, в любом случае не нужно было только одно требование освобождения политзаключенных выдвигать. И как вот, в принципе, выдвигали несколько требований, там 3, по-моему, их было, то этого, в общем-то, ну, это было оптимально. Правильно я понимаю? Оптимально, да. А так, если что, этих политзаключенных освободить, это что, торг с Европой? Мы вот освободили политзаключенных, а вы давайте с нами дружите, как и прежде. Нет? Понятно. Я перейду к следующим тут сообщениям наших зрителей. Та же самая вольная белорусочка, только 2 шляхи у труну. Только 2 шляхи у труну, альбо на забастовки. Ну, так вот человек думает. И ковид нікого не буде жалеть. Это вольная белорусочка знал. Жанна Гребцова. Время безнадежно упущено. Сергей, вы что думаете по этому поводу? Что время на забастовку безнадежно упущено? Ну, время упущено слегка. Упустили свой шанс в том году в августе. Пока сейчас рановато говорить о забастовке. Но время окончательно не упущено. Ждем какого-нибудь триггера. Это не так, он как Делев сказал, все, вся Беларусь не выходит на работу. Это быть не может. Может какой-нибудь трагический случай на каком-нибудь предприятии случиться, в каком-то цеху недовольство появится, какая-то бригада бросит работу, за ней цех, завод, и так если комом пойдет. Это даже никакое белорусское объединение рабочих не сможет к этому призвать. Может все стихийно начаться. Ждем дальше развития событий. Может, власти что-нибудь сделают, подкинут нам какой-нибудь повод. Угу. Безнадежно не упущено. Все, ваша позиция понятна. Ваше мнение по поводу того, что время безнадежно упущено, Михаил? Ну, я согласен, что время упущено. Самый лучший момент для проведения именно забастовок с требованием, ну, в основном-то они были политические тогда, это был август 2020 года. Вот. Сейчас, когда более-менее все устаканилось, людей, активных людей, скажем так, или тех людей, что были задержаны, повольняли, активные люди все равно остались, мнение людей не изменилось, вот этими всеми репрессиями еще, наверное, и больше народа может выступает против действующей власти, когда зажимаются все свободы, уже люди боятся где-то чего-то сказать, но именно что 2020 год был это год для именно организации забастовки, все республиканской забастовки. Сейчас такое вот просто решением каких-то людей, лидеров каких-то организаций назначить забастовку на 1 декабря, на 1 ноября. Ноября. Ну, я просто образно сказал,
декабря, 1 ноября, вот это невозможно. Люди на это не пойдут. И хотя бы тот же Сергей Деревский уже работал на МТЗ, и он должен знать людей, что получая какие-то более-менее нормальные, даже для Минска, на Минском тракторном, на МТЗ, Минском тракторном заводе, я думаю, там зарплаты у высокооплачиваемых рабочих там и по 1500, по 2000 рублей, возможно, где-то больше у кого-то. Ну, есть как категория поменьше. Поэтому люди не пойдут на забастовку вот в нынешней экономической ситуации. Понятно, Как она сейчас... понятен ваш ответ. Ну, я опять вернусь к сообщениям наших зрителей. Вольная белорусочка пише: «Ніколі не треба опускать руки, самая тяжкая ночь перед рассветом». А Нина Рослик как бы с ней согласна, пишет это точно. Но главное ввязаться, хорошо видно на расстоянии и выводы легче делать. Ну, не совсем понятны эти сообщения. А я перейду, наверное, к последнему нашему вопросу. Я перед тем, как выйти в эфир, ознакомился с рядом заявлений политических деятелей, я имею в виду демократического лагеря, о том, что кто-то, например, как тот же Валерий Цыпкало, говорит, что забастовка созрела, ну, в общем, всячески ее поддерживает, надо выходить. И то же самое Светлана Тихановская, которая, в общем-то, ну, наверное, не совсем с ним согласна, и ей, в свою очередь, также вторит Павел Латушко. Тоже он достаточно как-то прохладно относится к призыву выйти 1 ноября на забастовку. Вернее, не то что выйти, а остаться дома. Вот таким вот образом, поскольку в такой форме решено проводить забастовку белорусским объединением рабочим. Но по вашему мнению, Михаил, почему опять вот такой, ну, мягко говоря, разброс мнений среди людей, среди лидеров протестного движения, демократической оппозиции? Ну, я с уважением отношусь ко всем перечисленным: и Цыпкало, и Латушко, и Светлане Тихановской. Но я не знаю, Валерий Цыпкало заявил, что созрела ситуация, но вообще-то сам он работал или на производстве? Не, по-моему, там работал в начале своей карьеры. Но в любом случае говорить о том, что народ готов к забастовке сейчас, он тут немножко, наверное... Ну, он больше упор сделал на то, что все, выходите на забастовку, то есть принимаете участие в этой забастовке. Но я так понимаю, что, ну, значит, да, предзабастовочное состояние закончилось, теперь логический шаг забастовка. Почему такой вот разброс во мнениях у людей, которые, в общем-то, должны как-то в одну сторону смотреть? Ну, разброс мнения, потому что я не знаю, кто их так информирует о состоянии дел на предприятиях. Если Цыпкало считает, что уже созрела ситуация для забастовки, а, допустим, Цехановская, Латушко считает, что не созрела, значит, у них разная информация приходит с предприятий республики. Вот. Кто их там информирует о том, что созрело или нет. Но я хочу напомнить, что в 2020 году, по-моему, тоже призывалась, когда Светлана Тихановская, не помню, или на 16 сентября или 26. Это было в октябре. Это было в октябре прошлого года, и тоже призывы как-то не были массово услышаны, мягко говоря. Хотя в тот день были проведены в Минске митинги, когда намечалась как бы всеобщая забастовка. На митинге вышло много людей, но предприятия так и не остановились. И считать, что кто там посчитал, что в этом году с 1 ноября можно остановить предприятие, я не знаю, это чья-то работа, чья-то информация такая, кто давал лидерам эту информацию, что остановится предприятие, и с какой целью это, ну, может быть, даже дискредитировать эти рабочие движения, объединения рабочих, что вот они заявили, а ничего не сделали. Какое это объединение рабочих? И что они могут объединить, что они могут сделать, если они заявляют о забастовке, а даже ни на одном из предприятий забастовка не состоялась. А, Сергей, вот вы что думаете по этому поводу, вот по поводу того, что, по сути, ну, я уже скажу так, раздрай в демократической оппозиции относительно
объявленной забастовки? Ну, во-первых, я не знаю, не говорил бы, что это там раздрай, я ни в НАУ не состою, ни в каких тут политических партиях. Если честно, я отбываю срок, домашнюю химию, я толком не знаю, что в Бобруйске творится, не больно общаюсь. И если Делевский, и все там объявили стачку, эту забастовку, может, где-то она и начнется. Я могу только за Белшину говорить за Бобруйск. У нас тут предпосылок нету. Может, и точно не подготовили где-то лидеров, может, МТЗ полыхнет, а за ними вся страна, может, Беларусь калий. И я не истинно в последней инстанции, я не могу предугадывать и прогноз давать. Я только могу сказать за Бобруйск, за мое родное предприятие, где я 35 лет отработал. У нас стачка на Белшине не готова. И вряд ли она будет. И там ее не будет. Вот. Тут, Не, ну вряд ли наверное... будет. Дай бог здоровья, конечно, Делевскому, дай бог им всем успехов. Я думаю, стачка со временем будет в Беларуси, но не с 1 ноября. Понятно. Ну, я думаю, стачкой, какой-то другой акцией протеста, наверное, все-таки мы когда-нибудь заставим эту власть работать на нас. Все-таки мы налогоплательщики, за счет которых эта власть стачкой, не стачкой. Взять эту Белшину, миллионы долларов убытков ежегодно. Так я так вот вчера прикинул, это сколько миллионов долларов убытков, можешь вообще эту Белшину остановить производство, и эти, которые убытки, на бюджет куда они идут, и рабочим раздавать. Это будет выходить долларов по 700 на каждого. И не надо работать, в убытки стране делать. Так не одна же Белшина убыточная. Это и без стачки власть сама доведет эту экономику. Стачки не надо особой. Да. Ну, я тоже согласен, что вся ответственность за сегодняшнюю ситуацию, как экономическую, так и политическую, она лежит на наших властях. Вернее, как, не совсем наших, а на лукашенковской власти, которая сегодня всякими правдами, неправдами сохраняет под собой всю Беларусь, погружая ее вот в эту... Ну как, это наша власть. Если люди ходят на работу и содержат эту власть, значит, это наша власть. Ну, знаете, в этом плане я где-то согласен, может быть, с Делевским даже, что когда я у него спрашивал относительно того, возможно ли забастовка в концлагере, да, он сказал, что возможно. Вот я, например, рассматриваю эту власть, ну, не совсем как нашу. Я не хотел бы жить с этой властью, не хотел бы ей подчиняться, поскольку она отказывается даже выполнять те законы, которые сама же установила. Ну, я думаю, что это тема немножко другого разговора. Хочу поблагодарить вас, Михаил и Сергей, за участие в нашей передаче, поблагодарить зрителей за то, что писали свои сообщения в наш YouTube, на чат нашего YouTube-канала. Будет ли забастовка, не будет, ну, наверное, не во время нашего эфира можно это точно сказать. Тем не менее, я надеюсь, что любое движение к демократии в Республике Беларусь, оно стоит внимания, стоит о нем говорить. Всего вам хорошего, до свидания.